заметили, да, никто в последнее время не здоровается в кадре, когда начинаются подкасты? Слушай, на самом деле хочется поздороваться, потому что, ну, мы с тобой последний раз в кадре были 7 лет назад. За каждым из нас правда. Давным-давно не виделись. Да, но виделись. Но виделись регулярно, тем не менее. Мы решили сегодня снять пробный ролик после того, как мы год не выходили в эфир, потому что... Почему все, в чем я участвую, всегда пробное? Нет, тут больше вопрос, почему мы опять исчезаем из эфира. Мы каждый выпуск, по-моему, как не записываем, говорим, да, мы пропадали, но сейчас все изменится. Это как мой YouTube-канал. Да, и как и наш YouTube-канал. Да, так что теперь шутки про мой YouTube-канал не засчитаны от вас. Вот я, допустим, в прошлом году ковидом заболел, и я могу сказать, что я только, наверное, в прошлом месяце почувствовал себя более или менее как обычно. Слушай, мой ковид прошел очень странно. Ну, начнем с того, что я не понял, что это ковид. Как я думаю, многие, кто перенес его бессимптомно, оказаться наедине с собой на 2 недели дома, это была самая худшая идея. И я до сих пор не верю, что у меня был ковид. Потому что ни температуры, ни живота, ни головы у меня не болело ничего. Я думал, ни живота, ни головы не было. Ну и при этом ты же попал на летнее время, когда у тебя как раз очень много работы с выпускными и так далее. И ты, считай, пролетел с очень многими там заказами. Что касается выпускных, на самом деле, я долго это как бы решение в целом принимал для себя, да, потому что от мероприятий я резко абстрагировался, наверное, в конце февраля того года. Мы сидели с ребятами, и у меня было дурное предчувствие. Я говорю, ребята, у меня почему-то очень дурное предчувствие, как будто что-то произойдет. Как раз проходил фестиваль короткометражного кино, который организовал Макс Едукин. Вот. И мы сидели на каком-то разборе полетов, кушали какую-то еду. Я говорю, у меня плохое предчувствие, мне кажется, надо сейчас вот все бросать и начинать заново. Так я перед ковидом, кстати, еще оказался в одной забавной ситуации. Я взял себе камеру Sony. Финансовая нагрузка получилась в разы выше, чем ты Да, я просто планировал. сделал себе кредит в 45 тысяч дополнительный. И плюс ко всему мне надо было делать ремонт. В какой-то момент я приложил все эти предметы, которые у меня оказались, а я давным-давно хотел вообще, чем-то вот по видео заниматься и так далее. У меня как бы и рекордеры были откуда-то, и свет у меня, и софтбоксы, и вроде бы у меня такая сформированная студия. В конечном итоге я оказался в ситуации, где я начал фотографировать вещи людей. Потому что все переходили на онлайн, и мне начали привозить просто коробки с одеждой, коробки с видеоиграми, коробки с фигурками, коробки с украшениями какими-то, с бижутерией. И я это фотографировал, и вот так вот набивал себе какие-то первые шишки в плане вот этой предметки. А потом я говорю, а почему фотки-то вы не выкладываете? Ну, знаете, когда ты работал, как бы, и какой-то труд ты уже... Ты ждешь результата. Да, ты ждешь результата и хочешь хотя бы это увидеть, как на это отреагируют люди, а их нет и нет. Они говорят, нам некому выкладывать, мы не знаем, как текст написать. Вот примерно такое ощущение у меня и было. Я говорю, давайте я напишу. И все, и так я оказался в ситуации, что я стал Саша СММ. То есть ты от ситуации, когда ведущий Дня города и резко, буквально за полгода переквалифицировался в ведущего Инстаграма. В бегущего по лезвию. На самом деле, да, но я как бы никогда не ощущал себя ведущим. Вот это вот, я думаю, достаточно такая вот важная штука, потому что, может быть, кто-то знает там меня по мероприятиям, да, и так далее, но вот никогда я это не считал своим основным родом деятельности. Вообще вот я и сейчас не считаю себя ведущим. Просто у меня есть навык, который время от времени приносит мне там условную материальную пользу. И спасибо, что он у меня есть. Мне кажется, это вообще в современном мире стандартная ситуация, что человек может монетизировать многие свои навыки, и вполне разумно, если ты монетизируешь максимальное количество навыков, которые у тебя есть. Да, вот это на самом деле здорово, потому что может быть, даже не просто там мое вот самоощущение какое-то, там, я не ведущий, да, или какое-то отрицание того, потому что, может быть, работа не очень серьезная, да, несмотря на то, что она, приносит очень неплохие дивиденды, да. И она серьезная, то есть труда-то много вложено. Да, и сил очень много. Опять-таки, многие люди, наверное, не думают, что наверное, это так. Это какая-то, знаете, история твоих родителей, что ты занимаешься чем-то несерьезным, а у нас есть пенсионные какие-то там и налоговые какие-то истории, типа, да, у тебя этого нет, как ты пенсию будешь получать. Хотя моя мама отлично относится к этому. Примерно в 2011 году она мне сказала, да,
типа, занимайся чем хочешь, тем и занимайся, как бы, да. Примерно, когда пенсии заморозили, она сказала, да ладно уже. Да, нет. А потом, когда просто дело пришло к тому, что, ну, ситуация с пенсией всем известная произошла, она говорит, ну, вот, собственно, и все. Ну да, к этому все и шло. Ну да, а вот по поводу навыков, да, очень круто пандемия отразилась на том, чем я занимаюсь. То есть... Я сейчас, извините, я перебью. Это, если что, не перфоратор, это лодки там ездят. То есть у нас река прямо Честно говоря, за окном. я сейчас сижу и вижу замок на 202-м. Офигенный вид вообще, ребята, класс. Мы практически на реке сидим и общаемся. Очень здорово. А у реки. Гуляют девки, гуляют мужики. Ну и вот, и в конечном итоге я, ну, во время пандемии, конечно же, я накачал, как и вы, огромное количество обучающих курсов. Естественно, ни один из них не посмотрел. Ни один не посмотрел, но я просто начал монтировать для себя и делать какие-то вот эти штучки, начал где-то экспериментировать, и вот сейчас я могу точно сказать, что если я захочу подать куда-то резюме, а я пришел к тому, что немножечко фриланс, наверное... Переоценен, да. Вот это отличная формулировка. Именно что переоценен. Я сейчас расскажу почему. Я благодаря фрилансу получил огромное количество навыков. Я, наверное, за время обучения в университете столько навыков не получил. Образование вы должны получить. Во-первых, чтобы успокоились ваши родители. Во-вторых, чтобы успокоились вы. Если бы у меня не было образования, это минус еще одна подушка безопасности. Откровенно. Потому что чем вообще напрягает фриланс? Во-первых, почему он переоценен? Потому что, первое, фриланс – это максимальная неуверенность в том, что будет завтра. Ну, как бы, окей, ты найдешь нового заказчика, ты найдешь еще что-то, ну, тебе надо будет искать. Ты как бы ровно сидеть, у тебя не всегда получится. А во-вторых, почему он переоценен? Вы думаете, что вы будете работать на себя, вы будете делать то, что вы хотите. На самом деле, когда вы будете работать также на дядю, только без трудового договора. Я тебе еще больше скажу. Когда вы работаете, вот как выразился Илья, на дядю, работать на дядю – это стрёмно. Но в 5 раз стремнее работать на 5 дядь. Понимаешь, да? Это хороший образ. Да, это хороший образ, это пятиголовый дядя. Вот. Ну, как бы, в этом нет ничего плохого, но просто... Но это некомфортно. Нет, как бы, вот смотри, тебе может не повезти с руководителем, начальником или заказчиком, да? Но в случае с фрилансом, если ты не будешь скрупулезно выбирать, подбирать каждого из них, мне повезло на самом деле. Я с классными ребятами работаю, и мы, честно говоря, кайфуем, да, и всегда пробуем что-то новое, мы можем встретиться по работе и просто проиграть в приставку, и потом я сделаю все один, типа такого, да, ну, это класс, вот, а вам может не повезти, у вас будет просто 5 плохих заказчиков, да, 5 плохих начальников. Тут еще такой нюанс, я думаю, что на заре зарождения фриланса как массового явления многие считали, ну так оно и было, что это комфортнее, чем постоянная работа, и это было более выгодно. А сейчас все-таки работодатели адаптировались к этому, и теперь, в общем-то, для заказчика фриланс более комфортен, аутсорс более комфортен часто. И поэтому, если, это, к сожалению, неизбежно, если это более выгодно заказчику, это чуть менее выгодно исполнителю. Да, и сейчас мы, как бы можем понимать, что пандемия внесла некие изменения, и большим плюсом фриланс, по большому счету, я работаю из дома. Я думаю, для многих людей во время локдауна это вообще был не плюс. Как бы и сейчас, я честно все это время не понимал. Я работаю из дома достаточно давно. Я привык работать из дома, мне комфортно и классно. И когда я постоянно вижу в социальных сетях, там, невозможно работать из дома, неинтересно, я не понимаю, откуда это нытье на самом деле по поводу работы из дома во время локдауна. Круто работать из дома. Но все фрилансеры сейчас ищут себе офис. Мега банальное высказывание, но все люди разные. Очень многим людям, как выяснилось, некомфортно работать из дома. То есть по разным причинам, или они не могут самоорганизоваться, или им не хватает общения, или попросту каких-то инструментов для выполнения работы именно дома. Ну или не хватает взаимодействия с другими департаментами, если они работают в крупной компании. Я в целом считаю себя
командным игроком на самом деле, да. Мне нравится, когда я говорю, что должно быть вот так, и человек не обижается, а предлагает что-то свое, и мы из этого делаем своего классного монстра, который съедает потом там кусок индустрии условно, там, да, или еще что-то, да. Но так получается, что на меня там частенько обижаются, потому что, ну, есть ощущение, что я говорю, что вот так и все, да, они не предлагают и обижаются. Но в целом мне очень не хватает команды. Наверное, именно поэтому я хочу немножечко вот из этой оболочки фриланса выйти куда-то и заниматься чем-то в рамках, может быть, да, даже какой-то компании, предприятий и так далее и тому подобное. Потому что просто уже неинтересно становится. Я часто замечаю, что я для достижения каких-то целей использую одни и те же методы. Одни и те же методы, одни и те же проверенные тропы, я не экспериментирую, потому что я знаю, что мне надо сделать сейчас вот так и так и так, и это будет вот так и так. И я получу вот от этого вот такой результат. Столько там условно просмотров. Там, ремесло есть ремесло. Да, а хочется, чтобы, конечно, это в какое-то творчество, наверное, больше, опять же, превратилось. Ну, что-то новое, чтобы появлялось, чтобы не скатывалось все в рутину, но при этом нужно понимать, что заказчики-то в основном хотят от тебя какого-то одного результата, при этом люди смотрят на остальной рынок и говорят, вот, я хочу как у всех остальных, сделай мне как у всех остальных. Ну, ты должен всегда понимать, что ты должен прыгнуть выше их головы. Вот это будет клево. И как раз-таки в команде, благодаря мозговому штурму, этого можно добиться. Потому что, скопировать можно все, что угодно. А внести какую-то свою интересную туда, так сказать, штучку. Вот я вообще считаю, что очень большая проблема на данный момент в том, что очень многие люди удовлетворены результатами своей работы. Это ситуация, с которой я очень часто сталкиваюсь в последнее время. Не только в последнее время, вообще часто сталкиваюсь. Я всегда не удовлетворен. Знаешь, это вот момент, вот когда я выкладываю какое-то видео в сеть, да, для заказчика, или презентую его, или еще что-то, Ты понимаешь, что можно было сделать лучше? Я каждый раз, я вижу, вот здесь вот я, конечно, там кадр протянул, да, или здесь вот это, или вот это, да, и для меня вообще большой стресс, самый большой стресс в работе — это презентация работы. Я места себе не могу найти в этот день, я постоянно смотрю счетчик просмотров, постоянно статистику эту обновляю, да, там условно мы вчера там ходили покушать в ресторан, да, и я сидел и просто бесконечно обновлял страницу, потому что я только что выложил ролик, там 3 раза перепроверить текст, перепроверить его 10-й раз через час и найти там, что запятую пропустил условную, да, это, конечно, огромный стресс. И когда у тебя не одна страничка условная там в инсте, а у тебя там еще есть чей-то YouTube-канальчик, чей-то TikTok, да, у и, тебя там это, и тебе вот это весь вот все. вечер только на проверку статистики уходит. Да, каждого дня. И самое-то главное, что вот эта удовлетворенность своей работой — это прямая причина того, что качество падает постоянно. То есть время идет, и оно постепенно падает. Мы просто очень негативно про фриланс сказали. Я бы хотел кое-что добавить, пока есть время. Фриланс кайф, потому что помимо 5 работодателей ты получаешь 5 зарплат. Все. Я очень много денег имею. По поводу подкастов, как я уже говорил, никто сейчас не здоровается, я заметил. А еще, что я заметил, очень много подкастов стало. И люди начали тоже это замечать. Слушай, и говорить, по-моему, слишком много подкастов, ребята, хватит пилить подкасты. Я не смотрю подкасты. Начнем с того, что подкасты слушаю, да. Честно говоря, я вот от подкастовой темы далеко, когда ребята там обсуждают очередной подкаст. Мне кажется, что я могу посмотреть там условного Мезенцева, да. Извините меня, от моей любви к Реутов ТВ. Вот я, например, не могу понять игровые стримы. Я достаточно много играю, я не знаю, я смотрел стримы недавно, один раз, потому что моя любимая игра вышла только на винде, только в Стиме. У меня есть 4 игровые платформы, я нигде не могу поиграть в новое обновление Binding of Isaac. И я смотрел стримы. Ты смотришь на стримы и плачешь. И плачу, да, я плачу, смотря на депрессивную игру, условно. И вот для меня подкаст — это какая-то такая штука, я смотрю что-то, может быть, только если это очень интересно, если это персонаж, которого я давно не видел. Я вот с Антоном Лисовым с удовольствием посмотрел подкаст. Потому что у нас было интервью с Антоном Лисовым.
Мы делали концерт Антона Лисова. Когда был фестиваль Sounds of Saha, Антон Лисов дал интервью. Да, в рамках Спасибо ему за это. В рамках группы Jane Eyre. Очень крутой мужик, кстати. 42 года, дядьки. Да, абсолютно не скажешь. И человек просто... Ну, Так знаешь, я за собой... Это питерская порода, законсервированная. Я за собой такое наблюдаю. Может быть, внешне я не законсервировался, как Антон Лисов. Он условно младше Да меня, ты бороду наверное. сбрей просто и... Да, есть такое. Но на самом деле, знаешь, про бороду давай еще сегодня поговорим. Вот. А по поводу непосредственно законсервироваться, я для выпускных делаю видеоролики. То есть мы берем какую-то популярную песню, переиначиваем ее и переодеваем родителей в образы этих артистов, там условно, условный Моргенштерн, давайте, чтобы всем было понятно, да, и там условно папа с татуировками на лице читает рэп, но текст переиначен под условную там школу, под выпускной и так далее. Ну, я думаю, всем этот формат знаком. Мне очень тяжело объяснить родителям, которые условно там на 18 лет старше меня, что, да даже может быть не на 18, на 10 лет. На 10 лет старше меня, что это сейчас слушают. Мне очень тяжело до своих ровесников, которые, возможно, организаторами этого мероприятия являются, что это сейчас есть. А я здесь. Что это популярная музыка, что ее волен-снолен слушают все. Да, я просто, условно там, скажи моим ровесникам, условно, Soda Love, OG Buddha, там, так далее и тому подобное, они скажут... Кто это? Они скажут, что это уже, да, наверное. Что это? Они подошли к тому возрасту, когда некоторые кто превращаются в что. И на самом деле, меня жестко от этого бомбит, у меня просто вообще разрывается. Я недавно переехал в новый дом. Я раньше жил в старом доме. В старом не значит в ЧБшке, да? Я как бы... А что-то плохое в ЧБшке? Нормально. В ЧБшке нет ничего плохого, потому что любое пространство — это люди в первую очередь. Да. Поэтому везде есть классные люди. Я просто к тому, что как бы дом не был старым. Вот. И в этом доме жили прекрасные люди и живут по сей день, не живу только я. Там было классное соседство. Ты мог в субботу в час ночи, мне мама может позвонить и сказать: привези, пожалуйста, аппаратуру, микрофончик, мы хотим караоке попеть, подключи все это к телеку. Я приезжаю там ночью забрать это достаточно громко. Саша просто жил в блочном доме. Когда он переехал в монолитно-каркасную коробку, внезапно понял, что соседи-то ближе, чем кажутся. Я тебе больше скажу. Ладно это. Мои соседи недавно убрали баскетбольные кольца, чтобы ребята не играли в баскетбол. Мои соседи... знаете, я не очень люблю выходить на улицу, но когда я выхожу на улицу, а там классные ребята играют в баскетбол, классные ребята катаются на самокатах, классные ребята играют в волейбол. Вообще движуха какая-то, люди... Да, движуха, они есть. Здесь у нас магазинчики маленькие, да. Дети играют. Да, дети играют, все это происходит. У детей своя площадка, волейбольная там. Они нам, знаешь, что говорят? У нас какие-то кавказцы играют в волейбол. Я, конечно, очень толерантный человек, но там мой ребенок играет. И эти люди не должны там находиться. И я такой, ничего себе, да, извините, пожалуйста. Да, это ненормально. Они сняли баскетбольные кольца, потому что кому-то мяч попал в машину, извините меня, в доме с подземной парковкой. Ты сейчас можешь сказать, что не все могут позволить себе подземную парковку, но попало в достаточно дорогую машину. Вот здесь я сразу как бы внесу эту ремарку, что попало в дорогую машину, из-за этого скандал. Но если я купил себе телефон, я купил для него себе чехол. Купите чехол на свой Lexus. Да, будьте людьми. Не Наташу. Вот. И меня супер бомбит. Они сняли... Это фигня. Баскетбольные кольца — раз. Волейбольная сетка — 2. И все дошло до того, что мой дом будет огражден высоким забором. Будет проведена колючая проволока и поставлены башни с автоматчиками. Ребята, мы всю жизнь с вами боролись с чертовыми взрослыми, которые мешали нам жить, лазить по гаражам, которые мешали нам гулять, сидеть на условном подъезде и так далее. Как вы в них превратились? Да очень легко. Вы на 10 лет всего меня старше. Легко. Я в таком шоке. У меня реально горит. Мне в 23:00 в субботу приходит сообщение от соседки: можно потише. Я тоже шлю такие сообщения своим соседям. 23:00. Ты в 23:00 в субботу обычно у меня сидишь. Начнем с этого. Я пишу твоей соседке: вы можете потише? Мы разговариваем здесь.
Ребята, кайфуйте, вы скоро умрете. Кайфуйте. Нельзя всю жизнь сидеть... Да, нельзя всю жизнь сидеть и злиться на кого-то, что он мешает тебе жить. У меня совершенно другой образ жизни и режим дня. Почему я сейчас такой? Я не с похмелья, я проснулся полчаса назад. Я просыпаюсь примерно... В холодном поту. Да, я просыпаюсь примерно где-то в 4 часа вечера. Мне классно, я делаю свои дела. Мне нужна ночь, чтобы работать. Мне нужен вечер, чтобы там прийти в себя, поиграть, сделать какие-то свои дела. И... В комментах тебе сейчас напишут, ну, переедь в частный дом. А почему они не могут переехать в частный дом? Ну, все же живут 90% по одному распорядку. Да нет, да я не в этом дело. Я могу не шуметь, я часто не шумлю. В субботу я я не буду там кутить до 6 утра. Да, я не такой. Я может быть, просто... Мы просто кутили до 6 утра, вот буквально на Нет, днях. я, может быть, просто кино смотрю, или я, может быть, просто готовил и уронил что-то, да? Ну, я просто нахожусь там. И я спокойно отношусь к их режиму дня, потому что я понимаю, что он неправильный. Мой, наверное, да? Скорее, да, скорее. Да, Если мы судим о норме как о том, что разделяют большее количество человек, а мы так обычно и судим. Ну, понимаешь, когда ты разговариваешь со своими друзьями в 12 ночи, да, это преступление. Но когда кто-то кричит на своих детей в обед... Это хорошо, это что-то такое. Это нормально. Это нормально, да. И... Нормально закрутил. Это нормально, видишь, понимаешь, в чем дело? Да. Просто мне кажется, что в какие-то дни можно с пониманием к этому относиться. Вот в старом доме это круто, и сейчас это так и есть. Все равно было слышно. Всегда всех было слышно, но все понимают, что сегодня суббота, выходной день, все поработали, и всем нужен отдых. Иначе ни у кого не будет классной недели. Я немножко разовью эту идею как раз-таки с точки зрения пандемии ковида, которая у нас до сих пор существует. Все знают, что помимо того, что она бьет по легким, что вирус бьет по легким, он еще очень серьезно бьет по мозгам и по нервной системе. Я очень начал отчетливо это осознавать, в особенности в этом году. Очень много людей стали неадекватно себя вести. А знаешь, почему стали? Вот честно. Я знаю твою Я считаю, что проблема в том, что закрылись развлекательные заведения. Потому что раньше, вот то количество сообщений о каких-либо ситуациях и о столь развитой криминогенной обстановке, да? Полицию вызывали, в общем, в клуб, и на всех сразу, а здесь приходится точечно. А здесь точечно, и кажется, что этого стало больше, потому что клуб теперь это все и везде. Ну, я думаю, что отчасти ты прав, только отчасти, потому что очень многие люди, я думаю, которые сейчас дерутся на улицах, они не ходили никогда в клубы. Просто в целом из-за того, что все стали такими раздражительными, вспыльчивыми, непонятно на что, это все накладывается. И вот то, о чем ты говоришь, это, как бы явление одного порядка. Люди стали менее терпимы друг к другу. Они начинают загоняться именно на той мысли, что вот этот человек меня чем-то раздражает. Хотя по факту, может быть, раздражитель и не является каким-то серьезным. И поэтому я раздражаюсь, когда воды не попью, на самом деле. У меня такое, я недавно за собой заметил, если я не попил воды, то я становлюсь раздражительным. Слушай, я не святой, допустим, и я тоже много чего... Я вообще, в принципе, раздражительный человек, в особенности, когда за рулем. И очень часто, конечно, мне приходится сдерживаться, но при этом я часто сталкиваюсь с тем, что люди себя ведут неадекватно, выскакивают из машины, начинают эскалировать конфликт, при том, что человек, очевидно, не вывозит этот конфликт. И ты смотришь на него и думаешь, а зачем ты это сейчас делаешь? Знаешь, я на самом деле, раньше думал, что я раздражительный, да, а сейчас я понял, что я эмоциональный. И, то есть, вот этот вот мой да, это не всегда в негативном ключе. Это не потому, что ты экспрессивный, как итальянцы. Да. Есть даже в психологии, по-моему, термин такой италомания. Да, я говорю громко, я говорю на повышенных, я не ругаюсь, и я внутри не чувствую, что я зол. И самое главное, то, что Саша сыр не ест, и я думаю, как раз-таки то, что ты не ешь сыр и являешься при этом италоманом, это результат твоего диссонанса эмоционального. Да, и я часто...
Я играю в хардкорную онлайн-игру каждый день. У меня бомбит там раз в 200 раз. Когда просто люди выходят из игры, я думаю, ну мы же зашли поиграть в командную игру, ну давайте уж все вместе полетим на какую-то точку. Если играете в Fortnite, добавляйтесь, Александр Шу, ник такой же, как в Инстаграме, ссылка в описании. Никто не играет в Fortnite. Я, короче, веду мероприятие и просто уже для интереса. Шутишь про Fortnite и, Нет, и сверчки тебе отвечают. Я даже не шучу. Я напрямую спрашиваю у выпускников. Так и так. Кто играет в Fortnite? Просто интересно. И никто не играет в Fortnite. Потому что это какая-то детская игра. Потому что ты не у японских школьников спрашиваешь. Ну, кстати, да, у меня регион Азии. Там-то их японские очень много. школьники, да. Кстати говоря, это вот немножко отвлечемся на тему Японии. Я недавно отличную историю прочитал, как одна иностранка, гайдзинка, писала, что как-то ехала в метро, а в японском метро очень невежливо, громко разговаривать по телефону, не говоря уже о том, чтобы слушать музыку с телефона. Кто-то вообще разговаривает еще по телефону, да? Ну, в японском метро это прям считается очень дурным тоном. И она в наушниках слушала музыку и увидела, как какая-то женщина рядом, она зашла в Google Translate и пыталась там перевести AirPods слишком громко и так далее. То есть она поняла, что она в наушниках слушает музыку слишком громко, и это начинает доставлять дискомфорт окружающим, и ей собираются сделать замечание. Она сделала потише, и все успокоились. И вот это, конечно, с одной стороны, может показаться крайностью, но с другой стороны, все-таки я постоянно сталкиваюсь вот с этими историями про культуру недоставления неудобств в японском социуме. И на самом деле, конечно, я иногда восхищаюсь этому, потому что у нас ее вообще нет. То есть, когда ты идешь и видишь, как человек просто Bluetooth-колонку на себе тащит, и оттуда что-то непонятное бухтит. Слушай, а я почему-то вообще не парюсь. Я очень люблю окружающий шум. Я обожаю окружающие звуки и окружающий шум всегда. Иногда, когда я иду по улице и не могу найти решение какой-то ситуации, я начинаю... Шуметь. Я начинаю вслушиваться в разговоры прохожих. Я вот, например, понимаю, что передо мной стоит какая-то условная задача. Например, передо мной стояла задача провести мероприятие, и, в условиях на данный момент, да, нет. В условиях пандемии вести мероприятие, да, и просто мимо меня прошла девушка, и она сказала, да если я не сделаю, кто-то другой сделает. Да, и вот я всегда, я в какие-то песни все время вслушиваюсь, и, честно говоря, я нахожу для себя там ответы какие-то. Мне честно классно. Это на самом деле, насколько я знаю, тоже уже не в психологии, а в психиатрии определенные термины имеет, когда человек начинает видеть символы везде и вокруг. Я вот за эти символы и ведите меня куда хотите. Я пойду за этими символами хоть на край света. Ты помнишь экранизацию «Ночного дозора»? Я ее пересмотрел, я тебе больше скажу, 4 недели назад. Вот как раз. Там же парень в самом начале, Егор, по-моему, мальчика зовут, идет по улицам и ему... Когда его Илья Лагутенко. Да, его Лагутенко иди куда-то сюда манит. Можно я скажу? Иди сюда, иди ко мне. Там вывески, по-моему, были какие-то. Да, он шел по вывескам. Которые ему говорили, он воспринимал надписи на вывесках как указания. И с точки зрения product placement это, конечно, было красиво. Был такой момент, когда Сергей Лукьяненко приезжал в Якутск. Он несколько раз здесь был, и вот в один из разов мне довелось брать у него интервью, а я как раз-таки вот в этом возрасте, где-то от 10 до 15 лет, я в принципе прочитал все его книги, которые у него были, и достаточно хорошо их знаю, достаточно хорошо их помню. И я, в принципе, хорошо знаю, что у него отчество, что он Сергей Васильевич. И начинается интервью, и первое, что я говорю: «Здравствуйте, Сергей Данилович». У меня, честно, вот за все время работы это единственный такой серьезный Сергей Дозорович. Фейл, и именно на Лукьяненко. И я просто прямо в сердце. Как ты относишься вообще? Нормально отношусь, потому что я все-таки
не на волне какой-то популярности начал его читать, а просто как одного из писателей-фантастов. Слушай, это круто вообще прийти к чему-то не на волне популярности. Я думаю, что... До того, как Лукьяненко стал мейнстримом. Ну, это знаешь, это вот... Ставьте лайк, если вам не понравилось последнее, вообще завершение «Игры престолов». Как бы, да? Не понравилось оно, по-моему, всем. Я могу понять, почему. С 2011 года люди следят за самым крупным, ярким, большим, масштабным, любым, каким называете, сериалом. И все будет правильно, все, что вы бы ни сказали. Который в итоге слили. Но моя мама решила посмотреть его через год. И сейчас она пересматривает его, наверное, 3-й раз. У нее на ключах брелочек с Грутом и Джоном Сноу. Потому что Марвел ей тоже очень нравится. На рингтоне у нее тан-тан-та-да-дан, тан-та-да-дан, тан-тан-тан-тан и так далее и тому подобное. И когда закончилась «Игра престолов» для нее, она сказала, что это все круто и очень логично. И она хочет заново посмотреть все с первой серии для того, чтобы, ну, понимать, к чему все это идет. Нет, конечно, вот это паразитное мнение... Да, паразитное мнение и просто чрезмерная популярность чего-либо не делает лучше. Информационный шум, конечно, вносит свои коррективы в восприятие Я всего. сейчас не играю в Киберпанк, потому что, ну, на данный момент в масс-медиа это плохая игра. И я взял себе Xbox Series X для того, чтобы играть в Киберпанк, и пока она еще не дозрела. Она еще не вышла из инфополя вот под этим вот соусом плохой игры. Я не буду в нее играть. Ну, у меня отчасти такая же ситуация. Я, конечно, еще во многом жду дополнительных патчей, потому что... Ну, на Next Gen патчей еще нет, как бы на Series X, вот на этом... Ну, я-то на ПК в любом случае буду играть, поэтому... Ну, я тоже так и не играл, и отчасти именно потому, что весь информационный шум, который исходит, он, конечно, влияет и влияет в худшую сторону, чаще всего в худшую сторону. Поэтому стоит смотреть, играть, читать либо до того, как это сделают остальные, либо после. Во что сейчас играешь? Ты играешь вообще во что-то? Я сейчас прохожу Ghost of Tsushima, и до этого я прошел Yakuza Zero. Я жестко хочу себе игру с катаной. Я тебе, наверное, не раз не говорил. Ты мне постоянно говоришь об этом, я постоянно тебе предлагаю какие-то тайтлы, ты говоришь, нет, это не то. Это не то, я хочу, чтобы катана рубила. Я тебе предлагаю просто на Алиэкспрессе заказать нож шефский в виде катаны и просто готовить почаще. Нет. Нет. Окей. Я хочу игру про лайтсейбер и хочу игру про катану. Классную. Как бы был МГС, в котором можно было все разрубить, но, к сожалению, у меня нет сейчас, наверное, PlayStation Move и PlayStation 3. Поэтому мы совершенно не там оказались с тобой. Ни в то время, ни в том месте. Вообще, что касается игр... Игр то нет. Игр то нет, действительно, потому что исчезла мотивация проходить игры, и очень многое, что раньше приносило удовольствие, перестало приносить удовольствие. Очень яркий пример — я ждал очень сильно выхода игры The Witcher, то бишь Ведьмак. Опять-таки, потому что я в школе читал Сапковского, мне очень нравилось, а игру анонсировали, если мне память не изменяет, году в 99-м. А потом там производственный ад был, тайтл переходил туда-сюда, и вот в конце концов оказался у CD Projekt Red, да. И я очень сильно ждал эту игру, потому что, ну, во-первых, мне нравится... Ты про третью говоришь? Нет, я вообще ждал все. Про любой? Не было таких разговоров о трилогии. Я вообще ждал выхода игры по Ведьмаку. И первое, что мне не понравилось, это то, что там главным героем опять сделали Геральта. Так же, как и в книжном цикле. Если кто не знает, это спойлер, если что, промотайте. Подожди, промотайте вот на 10 секунд. В книжном цикле Геральт умирает. И вообще там нету хэппи-энда. Там в дальнейшем был небольшой рассказ, где он как будто бы оживает вместе с Йеннифер, и они женятся. Но это сам Сапковский говорил, что это просто фанфик, это не канон. Слушай, может, это какие-то истории с правами и так далее, потому что мы знаем, что... Да нет, там не было истории с правами на самом деле. Разработчики целенаправленно решили в тупую оживить главного героя, потому что, ну, чё бы и нет. А при этом я, когда еще читал, будучи мелким, книги
Сапковского, там был такой персонаж Эскель. Это тоже ведьмак. Там в описании сказано, что он как 2 капли воды похож на Геральта, просто у него шрам на лице большой. И что в целом он очень сильно... А у Геральда разве нет шрама на лице? По книге нет. Ну, по книге у него... Нет, там... в игре. В игре есть. Так может это просто подмена типа этих, и нам в 4-й части скажут Ну, «Бам!» Нет, там есть Эскель в играх. Я не играл. Вот. И я такой подумал, когда прочитал это, вот круто Сапковский сделал, поэтому же можно сделать компьютерную игру. То есть вот здесь есть сюжетная арка Геральта, а можно компьютерные игры посвятить Эскелю, потому что он точно такой же, как Геральт, но при этом у него есть выбор. То есть он не ограничен Сейчас, каноном. наверное, все сидят такие, не Геральт, а Геральт. Вот это, кстати, тоже нюанс. Да, это Ребята, в книгах, если вы посмотрите, когда кто-то кричит имя и какую гласную он протягивает Геральт, а не Геральт. Поэтому, опять-таки, вот это тоже мне резануло. Но, с другой стороны... Ну, типа, как бы уже Геральт. Нет, в компьютерных играх там же Сапковский выступал консультантом, по крайней мере, на начальной стадии. Ну, так что, наверное, Геральт правильнее, но я как привык, так и говорю. Вот. И, продолжаю тему эту про Ведьмака. Когда Ведьмак вышел, сначала первая часть вышла, я в нее поиграл, дошел до куда-то, и потом... Мне боевка не понравилась. Я что-то там, да, там сомнительная была вообще Очень боевая сомнительная. система, и это не понравилось. Ну и вообще я как-то увяз там, что-то мне не пошло, и мне постоянно, конечно, вот резало все это глаз, потому что как он может быть жив, когда в А в книгах... каком? В 14-м или в 15-м вышел? В 15-м же Ведьмак вышел. Первый Ведьмак Нет, вышел... третий. Третий я не помню, если честно. Но суть в том, что я пытался пройти первую часть, потом я запустил вторую часть спустя вот какое-то время, когда она только вышла. Посмотрел синематики, мне все очень понравилось. Запустил игру, увидел экран персонажа, увидел количество атрибутов, статистик, всего остального, увидел огромный инвентарь и понял, что нет. Я просто сейчас это не осилю. Подумал, ну, видимо, не время. Потом вышла третья часть, и третью часть вообще все превозносили как только могли. Я подумал, ну, хорошо, может быть, в третью часть я все-таки поиграю. Я запустил, увидел кучу атрибутов, увидел то, что все это надо прокачивать, и подумал, ну, наверное, не судьба. Знаешь, мне, мы часто с ребятами входим в какую-то полемику по поводу Ведьмака, да. Я, наверное, просто там не успел поиграть в него вовремя, по идее, да. Потому что, условно, если бы я поиграл в него в 2015 году, я бы сказал, вау, это круто, погнали. Я в 2015 году не поехал с вами на Грасспоп, на Metal Festival, а потому что я писал диплом. Я писал диплом, и в том году я поиграл там в небольшое количество тайтлов. В Fallout 4 я играл, в Dying Light играл, в Batman Arkham Knight играл, и, совсем мало у меня было, потому что я играл в какие-то такие вот игрушки с, может быть, там, с условным open world, но не с таким количеством статы, предметов и так далее и тому подобное. Как бы сейчас можно поспорить, что в Fallout оно так, Fallout спокойно проходит с одной пушкой. Как бы Fallout проходится без оружия. Мне говорили, что и Ведьмак 3 спокойно проходится у тебя особого участия. У тебя со старта 2 меча. Моя любимая игра — это Legend of Zelda Breath of the Wild, как и твоя игра. Да, Почему? Да. Потому что у тебя есть 6 способностей, которые тебе нужны, чтобы пройти игру. Тебе нужна квадратная бомба, круглая бомба, стазис, заморозка. Сейчас люди, которые не знакомы с Legend of Zelda, конечно... Думают, что конечно, это за игра? Конечно. Круглая бомба, квадратная бомба. Типа Бомбермен или Тетрис? Ну, типа, это какая-то детская игра, и Horizon в разы круче, типа, да? На самом деле, как бы, извините меня, да, Sony Boy, да, я и сам раньше был в ваших рядах, но все, что делает Sony сейчас, это очень плохо. И это просто рискин одной и той же игры. Ну вот я закончу, почему вот и Ведьмак мне не понравился, и очень многие другие игры, где есть какой-то определенный отыгрыш. Я уже тебе говорил неоднократно об этом. То есть, допустим, когда Telltale Games выпустила свои игры, да, Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, это две прекрасные игры, наверное, одни из лучших. А потом сделали «Игру престолов» и «Бэтмена». Вышли, да, за последние 10 лет, да. И потом они выпустили по тайтлам, вот, которые ты упомянул. И Walking Dead, извиняюсь. Walking Dead был раньше, и мне он просто не понравился, потому что мне, в принципе, франшиза Walking Dead вся противная, она сделана отвратительно, как бы. Зомби-апокалипсис не так должен быть. Сериал еще выходит? Нет, он, по-моему, кончился. Есть Fear of the Walking Dead. Fear, да. Вот он, по-моему, выходит. Ну так вот. И суть в том, что вся суть отыгрыша в том, что ты примеряешь на себя какого-то персонажа и действуешь так, как тебе хочется.
силами этого персонажа. И ощущаешь теоретически те же эмоции, что и ощущает твой персонаж в ответ, ну, вот на эти действия. И суть в том, что выбор этих тайтлов был максимально неадекватный, потому что «Игра престолов», ну, как мы все знаем, что фанаты Гарри Поттера хотят попасть в Хогвартс, там кто-то еще куда-то хочет попасть. Фанаты «Игры престолов» не хотят попасть. Фанаты «Игры престолов» ничего не хотят, потому что, ну, понятно, все знают. И вот вы выпускаете ролевую игру, где у людей все плохо. То есть ты после работы да. думаешь, что-то сегодня у меня настроение не очень, поиграю-ка я в Computer Games. Да, и после того, как ты спустя 2 часа выключаешь комп, ты думаешь, что, наверное, пора переехать в Узбекистан и собирать хлопок, потому Слушай, что это все бесполезно и жизнь кончена. Мы же с тобой откровенно можем сейчас до конца говорить про игры. Ну, и поэтому... люди, которые сейчас включили этот подкаст с 2 интровертами, мне кажется, они такие... Они подумают, зачем вообще это все нужно? Зачем нужна жизнь? Да, ребят, мы просто так много говорим про компьютерные игры, потому что у Александра Горбунова есть замечательный канал, который посвящен компьютерным играм, и мы надеемся, что хотя бы это сподвигнет Александра выпускать видео чаще. Но если нет, у нас хотя бы на канале Ветви будет небольшой разгон про компьютерные игры. Ну, наверное, там, наверное, есть в городе... Давай я закончу просто про вот... Это вот что касается «Игры престолов», а что касается Бэтмена, Бэтмен — это каноничный персонаж, это Брюс Уэйн, и несмотря на то, что в комиксах у него поведение там плюс-минус меняется, все-таки канва персонажа плюс-минус одна. И, соответственно, там нет никакого отыгрыша. Ну, ты Бэтмен, что ты можешь... То есть, я ночь, да, я Бэтмен, я закон. В Wolf Among Us ты можешь быть или жестоким, неадекватным шерифом, или шерифом, который блюдет закон. Или вообще быть просто таким мирным, спокойным чуваком. Бэтмен, как бы это странно не звучало, это мой любимый персонаж. Я очень люблю DC, мне не очень нравится Marvel, мне, может быть, нравится Человек-паук и очень нравится игра 2018 года про Человека-паука, и не очень нравятся все последние игры по DC фильмы, кроме Arkham Asylum City и Origin Night. Не расплывайся, я уже запутался, чем ты говоришь. Да. Ну, в общем, но в целом идея классная у Бэтмена, потому что тебе говорят, есть ситуация, реши ее как плейбой, миллионер, филантроп, либо реши ее как рыцарь Готэма. И мысль-то офигенная, которую не раскрыли. Да, реализация убогая. Ты в итоге выходишь на одно и то же. Да, у тебя 3-4 варианта выбора, все из которых они одинаково пресные. Ты пришел как Бэтмен, бьешь морды, ты пришел как Брюс Уэйн, чтобы у тебя ничего не получилось, ты переоделся в костюм Бэтмена и бьешь морды. Да. И вот это как раз одна из причин, почему мне не нравится «Ведьмак», подытожу, что там тоже есть определенный канон для персонажа, и отыгрывать его в противоречии этого канона, ну, лично мне тяжело. Вот. Мы зануды. Да. Про поводу бороды, кстати. Я недавно изменил свой внешний вид. Мне кажется, что я в маске. Мне все говорят, сбрей бороду, короче. А мне так нравится, потому что я чувствую, что это не я. Как, знаешь, карнавальный костюм Бэтмена условного надень на себя. Я как-то закрылся так от всех, мне так комфортно вообще стало. Это как очки. Это костюм интроверта, на самом деле. Да. Я закрылся от всех, и мне прям класс. Поэтому... Я как-то в студенчестве думал, почему из моды вышли рясы. Это же так удобно. Вот ты проснулся утром, абсолютно никакущий, и тебе вообще не хочется ни на людей смотреть, ни чтобы тебя кто-то видел. Ты рясу надел одним движением и делаешь там свои дела, все. И только потом я понял, что на самом-то деле современная ряса — это худи, темные очки, а сейчас добавилась еще и маска. И вот когда ты ходишь в темных очках, в маске и в капюшоне, тебе реально сверхкомфортно, потому что на тебя никто не смотрит. Кстати, маску не очень комфортно носить, я бандану ношу теперь. Обычно я хипстер, да? Вот моя маска. Я как бы не могу ходить с обычной маской, потому что она мне бороду вминает. Я как бы надеваю эту маску, простите. Эту бандану. Да, эту бандану. И захожу в ней как бы. Чем она отличается от тряпичной маски? И вчера я придумал просто гениальное. Приготовьтесь. Я думал, ты сейчас на лицо наденешь панаму. Нет. Я в этом городе просто чертов шериф. Дамы и господа, у нас сегодня в студии Александр Горбунов.
Закон есть закон. Я есть закон. Мы очень часто обсуждаем медиа, то есть это видеоигры, фильмы, сериалы и так далее. А на самом деле медиа-то потихоньку тоже стагнирует, и очень сложно вообще о чем-то говорить, потому что я последнее время смотрю исключительно, какие-то тайтлы из детства, играю в тайтлы из детства, читаю тайтлы из детства. И, наверное, это, возраст уже говорит о своем, но я считаю, что действительно с нашим складом ума, сформировавшимся в 90-е, сейчас очень сложно, что-то играть, во что-то играть, что-то смотреть, несмотря на то, что очень много чего и в видеоиграх, и в фильмах сейчас делается как раз-таки с расчетом на 90-е. Да, все занудами стали, потому что. Вот честно, вот почему тебе не понравился «Бэтмен против Супермена»? Я немножко исправлю, не все стали, я всегда был занудой. Поэтому... опять же, вернемся к занудам, да, и я не понимаю, почему всем все не нравится. Все, о чем мы мечтали в детстве, сейчас выходит. Потому что за дело взялись те люди, которые об этом мечтали. Наши ровесники. Наши с тобой ровесники сидят и говорят: «Бэтмен против Уходи, Майя мне показывается. Бэтмен против Супермена. Наши с тобой ровесники сидят и говорят: «Бэтмен, Супермен. Все, давайте наконец-то это уже сделаем. Это давно должно произойти». Все, они это сделали. Приходим мы и говорим: да отстой, что там драматургию-то не раскрыли и так далее. Посмотри на это как Потому ребенок. что люди, опять-таки, с детства об этом думали, об этом мечтали, и давным-давно у них Всё в головах... визуализировали. Да, это визуализировано, там есть образ, который абсолютно не сочетается с тем, что делают в кино. Я вообще от всего стараюсь кайфовать. Я думаю, что это правильно, но, к сожалению, не всегда получается. Ну да, но я кайфую все равно. Да, я считаю, что, конечно, на самом деле у нас у всех склад характера занудный становится как раз-таки потому, что нам всегда есть с чем сравнить. Чем больше у тебя перед глазами всего проходит, тем больше ты начинаешь сравнивать. Нет, когда это действительно плохо, да, почему бы не сравнить и не сказать, что вот это вот объективно лучше, да? Но когда люди видят для себя просто что-то новое, как условно, как люди сравнивают условный «Ласковый май» там и условного Моргенштерна, давайте так. Это два разных стиля музыки, два разных жанра и так далее. Кто-то вообще не считает, что это музыка. Да. И это супер странно. И это вот моя история из детства. Как я перестал ходить за играми в 1000 мелочей. Я залез в коробку, там была коробка: драки, бродилки, стрелялки и гонки. Я зашел в гонки и там нашел GTA 2 на PlayStation 1. И я говорю: простите, это не гонка, это GTA 2, но там же машины. Написано авто. Значит, это гонки. И я, кстати, вспомнил, чем эта история закончилась. Ну, положи, куда считаешь нужным. И я говорю: ни одна коробка не подходит. Значит, гонки. Это, мне кажется, достойно небольшой короткометражки. Дом торговли, 3-й этаж, респект, вообще Иван Лав. Тетенька там продавала диски. Дом торговли. Да, не дом быт. Ты просто говорил про 1000 мелочей. Вот у меня в голове 1000 мелочей было. Дом торговли, 3-й этаж, это вообще... Да, Ван Лав самое лучшее место, самый добрый человек, который... Я бы вообще руку пожал. Вот это на самом деле еще такие моменты истории, которые уже не вернуть. Это вот действительно женщина, которая продавала диски в доме торговли. И еще в магазине тогда еще ткани была женщина, да, которая торговала книгами. Там была книжная лавка сразу напротив входа. И я читал только рэп. Ну, лично я рэп не читал. Я был металлист от рождения, поэтому я читал фэнтези про драконов. И вот у нее был самый лучший выбор вообще и фэнтези, и фантастики. Огромное количество книг было там закуплено на дикие суммы денег, которые изначально выделялись под обеды. Я, слушай, никогда не тратил деньги, которые выделялись под обеды, на непосредственно какие-то личные нужды, потому что мне не выделяли деньги на обеды. Я помню, да, они время от времени были, время от времени не было, но я как-то, знаешь, у меня выработалась благодаря этому офигенная привычка: я могу не есть день.
Типа я могу не есть весь день и прям функционировать, вот прям работать и делать все, что угодно. Вот, наверное, благодаря тому, что я не ел во время там школьных перерывов в столовых, я там занимался какими-то другими делами там и тому подобное. Мне давали на карманные расходы, ну, там, на проезд, на все остальное, где-то примерно 20 рублей в день. Ну, переконвертируй, сотку-то тебе давали, получается. Ничего себе. Ты так повернул, что я из человека, который копил на книги, просто в какого-то мажора превратился. Нет, мне давали 20 рублей, такие же, как сейчас, 20 рублей. А книга сколько стоила? Просто книги тогда стоили 100 рублей в среднем. Ну, Иногда даже ты за неделю мог на книгу накопить. Да. На игру. Я где-то за неделю, вот как раз я экономил эти 20 рублей и в конце недели покупал книгу. И за выходные прочитывал ее, и все повторялось вновь и вновь. А я вот просто, наверное, благодаря этому научился, вот правда, у меня реально суперспособность. Мы едем на мероприятие, условно, я весь день не ем. Я открою тебе страшную тайну. Это не сверхспособность. Не сверхспособность, да, не есть. Не есть день. Ну, я не знаю. По поводу того, что сейчас много кому что не нравится, есть, кстати, очень хороший пример, как сделать так, чтобы тебе все понравилось. Это не ожидать ничего. Это вот продолжая мою идею, потому что я недавно посмотрел такие фильмы замечательные, как Mortal Kombat, вот последняя экранизация, потом про зомби с Дэйвом Батистой, вот фильм вышел, я не помню. «Армия мертвецов». «Армия мертвецов», да. Еще какой-то фильм, у которого на IMDb оценка что-то не выше 5. И знаешь, прекрасный фильм. Чувак, знаешь, как я начал играть в Fortnite? Я зашел в Fortnite, игре, кстати, 4 или 5, 4 года, по-моему, да, или что такое. Я зашел в Fortnite на старте, у меня была плюс подписка, я зашел, я не смог там что-то в матч войти, и каждый раз он мне отмену кидал, каждый раз, ой, что-то случилось. Я забросил, и на пандемии примерно в мае, в 11 сезоне я просто зашел. Я просто увидел бесплатную игру и просто скачал, типа, вдруг мне понравится. Не смотрел ни одного видео, он в Fortnite где-то проходил мимо меня. Сейчас, наверное, я топ-донатер в Якутске. Я ничего не ждал от Fortnite. Вот карта мира и вот абсолютно пустая карта за Уралом и большая красная точка — это Александр Горбунов. Я, знаешь, вот я желаю всем таких клиентов, коим я являюсь для МВидео и Fortnite. Я желаю всем, если у кого-то есть бизнес, я желаю вам себя. Дамы и господа, Александр Горбунов. Я много лет хожу в МВидео, и я недавно... Птица поймала жука на лету. Ну, у кого-то ужин. Я много лет хожу в МВидео, я там, я постоянно вот... Я не трачу деньги на одежду вообще. Типа, чтобы ты понимал, так, эта футболка стоит 200 рублей. Типа, я вот какие-то такие вещи. Эту рубаху мне подарили. Эту рубаху я сшил сам. Нет, Илья, ты купил ее с условной ля моды за... Ля моды? Или с условного Эйсоса, или ля мода. У условного дядюшки Джао, который... Да, в этих шортах живет. я, кстати, хожу с 2014 года. Но они похожи на такие шорты. Я вот Крокс себе купил. Вот. Пожалуйста, не... Ладно. Алло. Он все-таки сделал это. Мы просили его это не делать, но он все-таки сделал это. Хорошо. Я очень много Так, денег трачу на технику. История-то в чем? История в чем? Да, я тебе говорю, что если ты не ожидаешь ничего от А теперь этого- смотрите, вы не ожидали. Я начал про видео и про технику. Я встретил там чувака из детского сада. Я просто слышал вчера эту историю, она никак не относится, опять-таки, к тому, что ты ничего не ожидаешь. Видишь, ты ничего не ожидаешь. Ну да, она ничего не ожидает. Внезапно и зацепиться не за что. Ну да. Ну, короче, для меня вот Fortnite стал вот этой отдушиной моей постоянно. Но ты тоже от Fortnite ничего не ждал. Не думал, что это супер игра, не думал, что там будет так круто, весело. Ты просто зашел по фану поиграть, и тебя затянуло. А теперь у меня есть классная команда, там есть мужик, ему 40, мне 28, есть чувак, которому 12. И вот чувак, которому 12, кстати, очень смешной, он ждет, когда он повзрослеет, чтобы донатить столько же, сколько мы. Это же какая-то команда грабителей банка, по-моему. Voice-чат, он общий. Когда ты заходишь в матч, рандомно 4 человека подключаются в Fortnite, и вы начинаете играть. Правильно? Правильно.
Я сижу, разговариваю свой с чатом и говорю, а там пацаны из России, это большая редкость вообще. И когда мы с ними подключились, и я играю, я говорю, так, пацаны, давайте. А я вот таким, наверное, голосом говорю, пацаны, давайте, погнали. А я в образе все время. Если я играю там, у меня есть персонаж Дэдпул, то я, эй, чуваки! Я, наверное, сейчас не сделал, я сижу, потому что, да, неудобно. Там, если я играю каким-то одним персонажем, я могу там отыгрывать, чё, погнали, пацаны. Или там, эй, чуваки, ну чё, как дела? Кажется, сегодня у кого-то проблемки, надерем пару задниц. И я постоянно в каком-то отыгрыше перманентном. Мне поэтому еще Fortnite очень нравится. И я играл в образе мужика, и мама на заднем плане начала, что это у вас там за мужчина с вами разговаривает? Он, наверное, с бородой. Сколько ему лет? И я вот в этот момент Нормальные я понял, люди да, в Fortnite не играют. Никому из пацанов, если вам 12, и вы хотите играть со мной в Fortnite, не ждите от меня никакого подгона. Потому что у меня из-за этого будут проблемы. Но Fortnite кайф. Не знаю. А ты вот из-за того, что у тебя так много знакомых, ну не то что знакомых, ты много людей, которые тебя видят на мероприятиях, ты в принципе много кого знаешь. Вот расскажи о том, как опять-таки восприятие людей немножко не соответствует истине. Ну да, знаешь, мы сейчас в депрессию уже уйдем. Ну нет, не с точки зрения депрессии. Почему ты опять в депрессию-то? Нет, да, просто что... На самом деле, часто люди придумывают ситуации, в которых я был с ними. Помнишь, мы с тобой бухали на прошлой неделе? И я такой... А я вообще жидкости не пью. А я дома сидел. Я такой, ну, наверное... Или помнишь, мы в детстве с тобой сделали что-то там умопомрачительное, там условно мы там куда-то залезли. Я понимаю, что я вообще с этим человеком во дворе-то в одном не жил. Типа такого, да? И я постоянно встречаюсь с кучей историй, но иногда это бывает забавно. Например, ко мне подходят люди на мероприятии и говорят, ты вел мой выпускной, и называют мне локацию, год, и я понимаю, что в этом году я в этой локации в жизни ничего не вел и никогда не делал там никакой выпускной. Мне люди продолжают настаивать на том, что я это делал. Ну и ты начинаешь подыгрывать. Я начинаю подыгрывать и рассказывать, да, мы туда собаку завезли, и у вас еще обезьяны были, животные. Говорят, нет, а потом, точно была обезьяна. Вот у меня недавно было... Подожди. У меня недавно было это на свадьбе. Она говорит, точно вы делали? Точно была обезьяна? И вы вот с ней зашли? Это вообще называется газлайтинг, и это форма психологического насилия. Если меня психологически насилуют, то, извините, я буду психологически... Я буду отвечать психологически. Делать свое. И да, и вот эти вот истории, они часто меня, ну, типа, супер веселят, когда ты говоришь человеку «нет», обычно человек должен сказать точно, обознался. Но когда он начинает на тебя давить, ты понимаешь, что давайте играть по твоим правилам. Ты понимаешь, что до последнего, если ты будешь сопротивляться, он в итоге всем расскажет, да, этот Горбунов, он какой-то высокомерный. Да, какой-то он меня не помнит даже, прикинь, я такой яркий персонаж. Мы же друзья лучшие были в детстве, а он меня не помнит совсем, мразь. Кстати, и такое тоже было. Да, конечно, я поэтому... Это слишком распространенная ситуация. А у меня, на удивление, очень хорошая память. Прям очень хорошая память. И на хорошее, и что... И что самое главное, на плохое. На плохое, да. И я вот... И если я говорю нет, значит нет. Да нет, да я не такой чел вообще. Ну типа, просто часто малознакомые люди там оказываются внезапно там братанами и так далее и тому подобное. И там часто я сталкиваюсь с тем, что не боты и не фейки просят у меня там крупные суммы взаймы и так далее. Меня, конечно, это очень сильно удивляет, потому что, ну, по сути, у нас сейчас такой век большого недоверия друг к другу, да. Но иногда я думаю, что, может быть, довериться кому-то, а потом думаю, нет, простите. Меня, короче, да, я часто оказываюсь вообще в тысяче забавных ситуаций, но есть как бы и положительные. Ты всегда понимаешь, что если человеку нужна реальная помощь, и ты немножко его знаешь, ну, типа, чаще всего я там вижу, что вот есть вот этот человек, такой, блин, я его знаю, надо помочь, и я могу как-то что-то сделать, и так далее, и тому подобное. И сделать что-то всегда очень просто. Я не к тому, что у меня есть золотой ключик, который открывает все двери, да, а к тому, что если мне там условно нужно будет там снять видео, да, и мне там нужна будет дополнительная камера, то я найду человека, которому можно будет заплатить деньги, который тоже подработает. Ну, это вот... Вот это очень большой плюс, вот, знать людей. Очень часто сейчас говорят о том, что
как это сейчас модно говорить, нетворкинг, когда у тебя есть связи, когда ты знаешь, к кому обратиться, это очень важно в современном мире. И самое приятное здесь не только достижение цели посредством того, что ты с кем-то знаком. Самое приятное не в этом. Самое приятное в том, что ты можешь вот так внезапно организовать рабочее место. И в рамках этого рабочего места вы все круто подружитесь. Это офигенно приятно, и вот так расценивать эти знакомства, это очень круто. Поэтому всем рекомендую знакомиться с людьми. Всем рекомендуем помогать людям в первую очередь, потому что, ну, если люди вдобавок ко всему еще и перестанут помогать друг другу, то можно сливать воду однозначно. Ну, в целом сейчас вода сливается, потому что благодаря пандемии и различному количеству локдаунов мы отдаляемся. Мы становимся все дальше и дальше друг от друга, но хочется провести какую-то аналогию с космосом. Ну, потому что космос, он же расширяется постоянно. Да, он постоянно расширяется, и, мы же появились благодаря вот этому вот взрыву, да, и вот оно все сжалось и отдалилось друг от друга. Типа мы были единым целым, а теперь мы где-то далеко и не знаем, есть ли кто-то еще здесь во Вселенной, условно. И то же самое происходит сейчас, мы сильно отдаляемся друг от друга, и виной даже не интернет. Большой взрыв. Виной, мне кажется, просто количество всего того, что происходит вокруг нас. Ну, я не стал бы говорить о какой-то вине интернета, но тот факт, что за последние 100 лет жизнь у человечества изменилась максимально сильно, как не изменялась никогда до этого за всю историю человечества, это факт. Ну, интернет кайф, но он много что испортил, если честно. Мы должны понимать, что мозг человека адаптируется очень быстро, но не настолько быстро, как с того момента, как появился интернет, как появилось огромное количество информации, и нам еще только предстоит физиологически даже чисто адаптироваться к этому объему данных, которые мы сейчас поглощаем. И наш мозг, и что самое главное, эндокринная система не поспевают просто за тем количеством информации, которое на нас выливается, и поэтому вот мы видим огромное количество различных депрессивных, психических расстройств. Из-за того, что люди просто не адаптированы к тому, чтобы жить вот этим образом жизни, который они для себя выбрали как комфортный. Грубо говоря, если бы человек занимался каким-нибудь любимым делом в физическом мире, он был бы гораздо более счастлив. Но фриланс кайф. Я вообще впервые на подкасте, я не знал, как себя вести, как поставить вообще микрофон и как так далее и тому подобное. Ну, я вообще как ребенок сижу, как будто бы меня, знаешь, в кабину грузовика пустили. Как будто в Fortnite что-то подарили. Не, я уже этому не радуюсь, у меня все есть. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша передача заканчивается. Ставьте лайки, дизлайки и самое главное, оставляйте комментарии. И подписывайтесь, и сделайте красную кнопку подписаться серой и нажимайте на колокольчик. И когда вы нажимаете на колокольчик, пройдите в настройки и нажмите «Получить все уведомления». Очень детальная инструкция. Да, и вообще заведите себе аккаунт на YouTube уже наконец-то. Хватит смотреть его через браузер. И скачайте приложение. А с вами был Александр Горбунов. Это я. Илья Кэпцой. Это он. Я. Всего доброго и до новых встреч. Всем пока. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Мам, привет. Пока.